Сегодня я назвал свою проповедь «Принц Божий». Принц Божий. Интересно, кого-то напоминает? Вспоминаете, нет? Принц Божий. Или, другое, Израиль, страна Израиль. Почему так вот Израиль назвали? Да? Тот, кто побеждает, тот, кто боролся с Богом. И сегодня я на основе истории личности, который очень мне по душе. Это Иаков. Скажите, Иаков. Мы верим в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Иаков тоже там есть. И Авраам, он указывает на... Все начинается с Авраама. Бог Авраамов. Кто такой Авраам? Он отец веры. Да. Он тот, кому Бог сказал: Авраам, выйди, посчитай звезды. И тогда Авраам вышел, наверное, Сара рядышком. Давай, Сара, посчитаем звезды на небе. Знаете, там на Ближнем Востоке там ночи очень темные. Я знаю, я там был. И звезды, они вот так вот. И знаете, когда мы смотрим на звезды, вечером вы увидите, обязательно спутник какой-нибудь увидите, да? Сейчас спутники летают. Но в те времена спутников не было. Были вот чисто... И он смотрел и считал. И знаете, он потом услышал: вот столько у тебя будет потомков. И что написано? Авраам поверил Богу, и Бог вменил это в праведность. И смотрите, Авраам, он как начало. Да? Бог Авраамов — это тот Бог веры, Бог оправдания, да? Бог Отец, Он тот, кто начинает. Отец всегда тот, кто начинает. И также мы видим, Бог также Бог Исааков. Смотрите, Исаак, вот интересный персонаж. Особо вот Авраам, да, вот что-то такое великое, вот он начал. От него народы, да. Исаак, как-то так невзрачная личность, просто под крылом отца жил, и все было хорошо у него. Особо таких больших потрясений в его жизни особо и не было, да, у Исаака. И он знаете, Исаак — это прообраз благодати, что ли, да, который вот ты приходишь к Богу, во-первых, да, все мы пришли к Богу, но потом мы приходим к благодати. Аминь. Мы учимся жить в благодати. Благодать что это? Незаслуженное просто благоволение. Ты принимаешь от Бога. Тебе особо трудиться не надо. Ты просто наслаждаешься Господом. Так ведь? Так ведь? И это благодать. И это Бог, которым ты наслаждаешься. Это Бог Исааков. Ты тоже должен верить, обязательно должен верить в Бога Исаакова. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мы подходим сегодня поговорим о Боге Иакова. И Бог Иакова — это совсем, не знаю, как будто бы противоположность Исааку. Если вы читали вообще про Иакова? Кто читал? Книга «Бытие» — это не так уж большая книга, рассказывается там, да, про Авраама, Исаака, Иакова. И, наверное, вы обратили внимание, что жизнь Иакова, она непростая. Иаков проходил очень много страданий. Я сегодня думал, вот книга Иова есть, там он страдал действительно. Но Иаков то же самое, тоже страдал по-своему. И знаете, почему Иаков близок ко мне? Потому что, написано, что когда он родился, он ухватился за пятку, да? За пятку своего старшего брата. Тот, кто хватается за пятку. И Иаков, он переводится как хватающий за пятку. И он же хитрец и обманщик, и вообще такой манипулятор, очень такой скользкий человек. Он везде пролезет, все у него схвачено. Он с хитростью, если посмотрите на Иакова, вот он такой вот хитрый обманщик. Вот Иаков.
И знаете, как бы это в нашей плоти мы все такие. В нашем ветхом человеке мы все, да, вот как Иаков. Мы любим манипулировать, мы что-то там, как, знаете, вот, ухитряемся где-то к своих ходы, выходы. Мы похожи на Иакова, на самом деле. Но Бог работает. И знаете, Бог выбирает не самое легкое. Бог выбирает, наверное, самое сложное. И вот это вот такого человека Он преобразует просто в принца Божьего. Слава Господу. И знаете, я хочу сегодня говорить, как бы, смотря на его жизнь, показать, как Бог, как это применяется в нашей жизни, и как Бог, Он работает в нашей жизни. И знаете, мы часто заточены на делах, как бы, да? Да, дела важны. Но Бог больше смотрит не только как бы на наши дела. Он смотрит, кто ты, вот ты в сущности кто вообще? Какова твоя, самое твое нутро твое, твою сущность смотрит. Если твоя сущность не поменялась, потому что наши дела исходят из нашего сердца. Так ведь? И из нашего, вот каков ты, такие твои дела будут. Такие слова твои будут. И Бог больше заинтересован не то, что в наших словах и делах. Бог больше заинтересован на то, кто ты внутри. Ты настоящий. И Бог говорит, что ты святой. Разве не так написано в Библии? Знаете, мы же приняли Иисуса Христа. Мы приняли Иисуса Христа, и твой Дух Святой. Все. Как бы ты не вел себя, какого поведения у тебя не было, твой Дух Святой. И он говорит, святые, святые, святые. Твой Дух праведный. Скажите, я праведен. Я не то чтобы праведен в своих поступках и делах. В поступках и делах часто мы даже не так уж и праведны. Но твой Дух, твой внутренний человек, он праведник. Праведник, который вообще ни разу не... Вот праведность Иисуса Христа на всех нас. Скажите, праведность Иисуса Христа на мне. Потому что я внутри, в своем духе, я святой. Мой внутренний человек, он просто совершенный. Скажите, совершенный. Другое дело, это наш внешний человек, это душа и как бы наше тело, да? Давайте посмотрим книгу «Бытие», 2 глава, 11-12 стих почитаем, да? Имя одной Фисон. Вы знаете, Бог там сотворил землю, да, и насадил Эдемский рай, и там были реки. Имя одной Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото там, той земли хорошее. Там бдалах и камень оникс. Интересно, почему Бог, он как-то бдалах там какой-то, да, и золото. Почему Бог упоминает эти драгоценности в книге «Бытие»? Библия – это книга богодухновенная, и каждое слово, каждый стих там не просто так. Это что-то означает, что-то глубинное. То, что Бог говорит, обрати внимание. Там есть бдалах, там есть золото, там есть камень оникс. И если мы увидим книгу Откровения, в конце мы почитаем, там в небесном Иерусалиме примерно то же самое, там улицы золотые, там уже не просто там улицы золотые. Знаете, когда мы пойдем на небеса, асфальт не как здесь, золото, по золоту будем ходить. И стены Иерусалима драгоценные камни. Да? И ворота жемчужные.
Знаете, все это образы, которым Бог пытается внушить нам. Как написано, что Бог многообразно, многоразлично, да? Пытается донести до нашего сердца, чтобы в сердце нашем была картина какая-то. Да. На самом деле это картина церкви и картина тебя и меня. И там в небесном Иерусалиме есть престол Божий и агнец, как бы, да? Из престола течет река жизни. И в русле реки жизни растет древо жизни. Это ты и я. Разве в твоем духе не Бог живет? Бог живет. Он сказал, вселюсь в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Вселюсь в их сердца, напишу свои законы в их сердца. Бог живет внутри тебя. И от престола течет река жизни, да? Есть древо жизни. Слава Господу. И также это небесный Иерусалим и стены из драгоценных камней. Аллилуйя. И давайте вот сегодня сосредоточимся на третьем аспекте, да, триединого Бога. Вот на этих драгоценных камнях. Золото, оно всегда указывает на нашего Бога Отца, божественную природу. Серебро указывает на Иисуса Христа. Драгоценные камни указывают на Духа Святого. Скажите, Дух Святой. Третья личность, ипостась Бога, который очень тесно с нами работает. Это Бог, который с нами каждый день, можно сказать, каждую секунду с нами работает, чтобы нас преобразовывать в драгоценный камень. Скажите, я камень. Я живой камень в храме живого Бога. И драгоценный камень, да, вот смотрите, драгоценный камень, как я уже раньше говорил, что драгоценный камень вообще как образуется? Например, алмазы. Да, внутри там глубоко под землей, под сильным давлением и температурой самый простейший элемент, да, уголь, обычный уголь, который не имеет особо большой ценности, превращается в алмаз или в какой-то другой драгоценный камень. И Дух Святой работает с нами вот примерно вот так вот. Он создает, нас впускает в такие обстоятельства, что нас начинает давить, и мы начинаем, как бы вот, наша вот ветхий человек наш начинает просто преобразовываться. И это процесс такой, нормально так. Так, в печь, например, как в огненную печь, и мы увидим, как жизнь Иакова, вот этого хитреца, манипулятора, вот таким образом она преобразовалась. Да, он, когда родился, он за своего брата там тянул за пятку, да, он был хитрым очень. Написано, что старший брат Исав, да, отец его любил, потому что он был охотником, он приносил добычу. Младший, мама его любила, как бы под крылом мамы там он жил, все спокойно, хорошо было. И он постоянно хитрил там, он хитростью забрал первородство у своего старшего брата Исава. Он говорит, Исав, он там с охоты пришел, и уставший, он говорит, дай мне поесть, дай мне поесть. А Иаков, так, все, хоп, момент есть, сейчас я его накормлю, возьму у него первородство. И он ему чечевичную похлебку. А он такой, да что мне с этого первородства, этот Исав? Знаете, не знаю, это не продай свое первородство за чечевичную похлебку. Мораль такая, не продай свое первородство за чечевичную похлебку. И он продал свое первородство. Вот его первая хитрость такая, да, хитростью. Второй раз они с мамой там давай, сейчас отец решил благословить, да? И
первенцу всегда принадлежало вот, большинство. Там, по-моему, большая часть, я точно не это, но большая часть там наследства вот, первенцу переходила, а второй уже там как бы так. И мама-то услышала, мама тоже еще как бы. И она говорит, ну, сыночек, давай ты оденься. А он человек гладкий был, как написано, да? А ну, старший брат, он весь косматый, весь волосатый. И он козьей шерстью вот так его это прилепила. И отец уже слепой, ничего не видит, как бы и подвела его. И он как бы пощупал, ну, как бы вот, как бы он говорит, тело вроде бы Исавова, а говорит, как будто Иаков. Ну, наверное, это Исав. И благословил его Иакова, благословил. Позже приходит старший сын, и он понял, все, мое первородство отобрал мой брат. Все, и знаете, у него что-то вот появилось. Все, в какой-то день я его убью. И я верю, с тех пор вот началось. Вот Иаков, Бог начал свою работу в жизни Иакова. Ну так, конкретную работу. Дух Святой причем. Знаете, жить в страхе, когда твой брат, ну, в любой момент, там, не дай Бог, вот зарежет, да? И пришлось ему убежать, да? И он убежал. Пришлось ему, мать говорит, езжай как бы вот, ну, к своему дяде Лавану. Он твой дядя, к нему. И вот он, вот этот мальчик, получается, пошел через пустыню, наверное, там, да? И вот наступает первая ночь. Первая ночь наступает. И можно картинку, вот первая картинка, как Иаков, он взял камень. Нету, да, ну ладно, нет, так нет. Положил камень и заснул на этом камне. И вот он видит видение, сон, как лестница поднимается с земли туда на небеса, и ангелы восходят и не сходят, да? Давайте вот прочитаем, да? Бытие, 28 глава, с 10 стиха. Бытие 28. С 10 стиха, да? Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харан, и пришел в одно место, остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. И землю, в которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Интересно, смотрите, Бог, Он верил в Иакова. Вот если бы я был Богом, я бы сказал, кто такой вообще? Хитрец, обманщик, я бы его никогда бы не доверил, что от него там народ такой произойдет. Манипулятор, обманщик. Вообще, надо его наказать. А интересно, Бог, Он верил в него. Знаете, Бог верит в тебя. Какой бы ты ни был, какие мы бы ни были, Бог, Он верит в нас. Вот если Он Иакову доверял, мне кажется, Иаков, он, наверное, хитрее всех нас. Он раз везде все у него там заметано. И Бог верил в него. Бог никогда не сомневался в нем. Интересно? Да? Давайте, Иаков. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сем,
А я не знал, и убоялся, и сказал, как страшно сие место, и это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя места тому Вифиль. А прежде имя того было Луз. И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом. Смотрите, он даже Бога так, он не то чтобы прославлял, он так, во-первых, ты меня оденешь, во-вторых, ты меня дашь там еду, пропитание и дом, и потом там все, вот тогда я тебе поклонюсь, там, вот так, и дам тебе еще 10-ю часть. Ну, чисто такой, он бизнесмен, Да, все рассчитано и просчитано. И мы видим, вот его вот этот характер. Хотя он, конечно, Богу молился, но все равно в этой молитве было такое немножко, так, Бог, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе, вот так, да? Смотрите, это, я думаю, видение дал Бог. Это лестница. Как вы думаете, что за лестница? Это Христос, который соединяет небеса и землю. И ангелы Божьи поднимаются, спускаются. Это Христос, который теперь в нас, и Он соединил нас с небесами. Он в нас. И небеса теперь с нами. У нас живая связь с Богом. Смотрите, вот такая картина. Лестница, которая туда-сюда, там ангелы туда-сюда ходят, да? И небеса соединены с землей. Это теперь мы. Иисус Христос, благодаря Иисусу Христу, у тебя живая связь с Богом. И это, смотрите, ты ощущаешь небеса? Да? Ощущаешь небеса в своем сердце? Это вот лестница, которая внутри нас. Это Иисус Христос. И что там еще есть? Там есть камень. Яков, он положил камень, да, в свое изголовье. И так можно подумать, вообще-то камень не так уж удобно спать на камне. Но почему-то по Божьему устроению, все устроение, что ли, он почему-то взял камень и сделал себе изголовье и спал на нем. Камень кто? Иисус. Иисус, Он камень. И если ты покоишься, знаете, самое физически камень, наверное, самое неудобное, да? Что за подушка такая? Но духовно камень самое спокойное место в твоей жизни. Если ты свою жизнь, да, положишь на Иисуса Христа, на камне, то это самое надежное, самое спокойное, самое покой, да, на Иисусе Христе. Слава Господу! Слава Господу! Вифиль – это Дом Божий. Дом Божий сейчас где или кто или что? Это церковь. Знаете, Бог на самом деле показал видение церкви и открытые небеса. Он сказал, открытые небеса. Истинно здесь Дом Божий и открытые небеса. И церковь, знаете, вот церковь – это вот Дом Божий. Мы с вами Дом Божий. И есть открытые небеса над нами. Аминь. Смотрите, какая картина. Классная картина. И Яков, он там отдыхал. И это самое спокойное, самое надежное место на земле, это во Христе Иисусе, в Нем. Аминь. Аминь. Слава Господу. И вот он приходит к Лавану, к дяде своему,
Ну, Лаван его тоже как бы, ну, человек непростой тоже. Он тоже бизнесмен. Тоже у него там жилка есть. И знаете, когда два бизнесмена встречаются, что-то происходит. Обязательно один другого начинает, каждый ищет, ну, свою выгоду ищет, как бы, да. Ну, Лаван вроде бы там его встретил, как бы хорошо, все нормально. Но потом там на какой-то день говорит, ну, вообще-то ты как бы кушаешь, как бы тут у меня. Надо бы это, там, та-та-та. Ну, как-то работать же надо. И он начал, ну, что делать? Ну, Бог через Лавана, так скажем, припер Иакова, и он начал точить его. Я говорю, это первая его, наверное, как бы Божья как бы работа. Я пропустил местописание, 1 Петра, 4 глава, почитаем, 12 стих, 1 Петра 4, 12. Возлюбленные, Бог обращается к нам, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Смотрите, тут говорится об огненном искушении или испытании. Для чего Бог посылает огонь в нашу жизнь? Испытать, переплавить. И вот я говорю, первое испытание Иакова, когда ему пришлось убегать. Вторая печь, да, он там пришел к Лавану, и Лаван говорит, да, ну давай, надо работать. Ты что, будешь бесплатно кушать? И он начал работать. Ну, полюбил дочь Лавана Рахиль. И ну, он как бы, давай, можно как бы вот мне жениться на твоей дочери. И Лаван говорит, ну, так, тут Восток, дело тонкое, надо отрабатывать. Давай, 7 лет. И он хорошо. И он 7 лет работал. 7 лет там за Рахиль. 7 лет. Кстати, Иаков стал наемным работником. Вот докатился до такой жизни, что стал наемным работником. И вот он 7 лет работал за Рахиль. Днем солнце палило его, ночью стужа. И как он потом пишет, да? Вот 7 лет. И вот наступает день как бы свадьбы, и они как бы там вроде бы как бы очень странно соединились, а это, оказывается, не Рахиль, а Лия. Как так? То есть он, как так? Я же за Рахиль работал. Ну, у нас так не положено. Лаван же, он же такой-то же. Свою выгоду не это. Ну, давай мне Рахиль. Нет, еще давай еще 7 лет. И вот и опять еще 7 лет за Рахиль опять работал. Ой, 14 лет уже. Вот 14 лет стужа, зной, пас овец там, да? Пас овец. И вот, наконец, там с Рахиль они как бы поженились. И потом он еще там что-то было. За овец там он должен был еще 6 лет работать. И в итоге 20 лет он работал у Лавана. 20 лет испытаний, 20 лет вот этого вот труда каторжного, да? Но пока что Яков оставался таким же, пока что Яковом. Яков таким же хитрецом. И знаете, вот что интересно. Он даже, Лаван тоже непростой человек,
И все-таки Иаков, он хитрее. Знаете, он даже веру применил. Веру применил. Он сказал, давай договоримся, Лаван. Вот если все в крапинках будут овцы, они мои. А если кто без крапинок, твои. И вы знаете, помните, что он сделал, да? Он там прутья вот так, тык-тык-тык-тык, как бы перед этими, вот перед хорошими овцами, он там вот эти с крапинками прутья ставил. Перед такими худыми он ничего не ставил. И родились, короче, хорошие, как бы вот овцы, в общем, хорошие овцы, все достались Иакову. Вот додуматься же до такого надо. Вот так даже веру применил для того, чтобы своего дядю вот просто, как сказать-то, обанкротить своего дядю, он даже применил веру. Смотрите, какая вот, ну, вот, это же изобрести надо. Я бы, наверное, до этого не додумался. Вот, прутья что-то там как бы это делает. И интересно, сработало же. Сработало же. Пока что Иаков оставался таким Яковом. И Бог, конечно же, Бог все это видел. Да? И вот наконец 20 лет прошло. Угу. Наконец-то Бог ему явился еще раз и сказал, давай, теперь пора выходить, тебе пора идти. И выход тоже непростой был. От Лавана ты просто так не уйдешь тоже. Но он хитрее был, конечно же. В итоге у него были 2 жены, 2 дочери Лавана. И плюс еще чуть ли не все овцы там лавановские. Вот Иаков, он вот путем своих манипуляций, да? Знаете, мы можем как бы вот своими силами что-то добиваться и не воздавая славу Богу. Ну, это же я работаю, и нам не хватает сказать, Господь, благодаря Тебе. Вот так мы должны говорить, благодаря Тебе. На самом деле Бог заботился о нем, но он думал, что он своими силами, он думал, что он своей как бы ловкостью, своим острым умом добился своего. Пока что он не так воздавал славу Богу. Пока что он был Иаковом. Тот же, кто за пятку тянет, и тот, кто обманывает и хитрит. Вот это вот 20 лет страданий. По пути умирает Рахиль тоже. Любимая жена умирает. Я думаю, это очень сильно его просто сокрушило. Но рождается Вениамин. Это как бы прообраз того, что вот то, что мы любим, не знаю, рано или поздно, любим сердцем, но который стоит между Богом, что ли, да? Это может прийти время, что оно просто уйдет, то, что мы любим. Но если это произойдет, если это умрет, то родится Вениамин. Зато ты приобретешь Христа Иисуса. Понимаете, да? Это вот как бы духовный смысл такой, что Рахиль умерла, но родился Вениамин. Она при родах там умерла. И вот еще разные там у него были испытания, через разные он проходил. И вот слышит, что брат идет. 400 воинов у него. Вот представляете, брат, от которого он убежал, который боялся, что он его убьет. Ну, мне кажется, Иаков был просто в отчаянном положении. Ну, ум работает пока что. Так, надо что-то придумать. Так, я сделаю 2 лагеря.
хотя бы, чтобы если первый лагерь пропадет, ну, там, разграбят, второй останется. И он там как бы разделил на два лагеря. И он сказал, пока что переплывайтесь через речку. Я пока что здесь останусь. Давайте посмотрим. Тут уже он начал молиться Богу. У него какой-то уже подвижки пошли. Он называет его Богом Авраама, Богом Исаака. Он уже, его сердце потихонечку начинает поворачиваться к Богу. Не просто как бы вот такое отношение, ты мне, я тебе. Но у него, его сердце потихонечку начинается, вот этот процесс преобразования, Бог знает, что делает. И Иаков потихонечку начал изменяться. Давайте посмотрим Бытие 32 глава, 24 стих, 24. Или, ну ладно, лучше я здесь. Бытие 32, да? И вот он пришел на это место. 32, 24. И остался Иаков один. Вот рано или поздно нам придется как бы вот самим как бы, да, не то что за людьми. Ты сам должен принять решение идти за Господом. Ты останешься с Богом один на один. Бог приведет тебя в это место, как Иакова. Знаете, мы не лучше, мы такие же. И Бог, Он приведет в это место, где ты просто должен будешь принять решение. Да, или 100%, или вот так вот, буду вот так вот. Как Иаков. Одной ногой туда, одной ногой сюда. Иаков остался один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. Он сказал: на что ты спрашиваешь о моем имени? И благословил его там, и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И зашло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилева не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Очень интересное место. Знаете, Иаков боролся с Богом и даже одолевал его. Иаков действительно был очень, очень силен в своем вот это вот «я». Очень силен. Но он даже Бога начал одолевать. Богу не так-то просто было вот сокрушить его. Это вот наше «я» на самом деле. Вот это Иаков, это наше «я». Я, мне, мое. Наша хитрость, все мне, я, мое. Вот это Иаков, это вот это вот есть. И Богу, даже Бог в какой-то момент не мог его, он даже одолевал Бога, представляете? В каком-то смысле мы боремся, вот в нашем «я» мы боремся с Богом на самом деле. Мы все боремся с Богом. Вот наша плотская натура, она очень упрямая. Настоящий Иаков. И вот Иаков борется. Ну, знаете, лучше с Богом не бороться. Лучше сдаться. Почему мы руки поднимаем? Если мы не 1 год мы боремся с Богом, ну, Бог подождет, у него вечность целая. Он 2 года подождет. Пройдет 2 года, и ты еще до сих пор упорный, ты до сих пор ищешь своего. Да?
Бог подождет еще 10 лет. Так, давай. Богу понадобилось, чтобы вот сокрушить ветхого натуру Якова. Целых там вот 20, еще он-то переходил, примерно 21 год. Пришлось его оттачивать. Причем довольно конкретно так. Довольно сильные испытания проходил. Настоящее испытание проходил человек, Яков. И вот он боролся. И когда уже заря начала восходить, значит, заря придет. Да? И нам нужно скорее преобразовываться. Иначе, если мы будем так и останемся Яковами, мы ни на что не будем годными просто. Да, мы будем что-то делать, как бы там, своими силами, там, я это сделал, посмотрите, там. А Богу это не надо. Смотрите, Богу пришлось, вот самая сильная мышца, сустав вот здесь находится, вот это самая сильная мышца в человеке. И Богу пришлось коснуться состава бедра, переломить как бы вот здесь бедро. И с тех пор Иаков, он уже хромал вот так вот. Он уже когда шел, он был хромой. Что это означает? Вот то, что в твоей жизни самое, вот на что ты опираешься, вот моя как бы вот моя сильная сторона, как бы, и ты опираешься как бы не благодаря Богу. На самом деле это Бог тебе дал. Но ты опираешься на Него, не воздаешь славу Богу, ты говоришь, это я. И тогда Богу пришлось вот это вот самое. В каждом человеке есть разное, как бы. У кого-то есть там харизма природная такая. Они просто харизматичные люди, они просто, вот я такой вот. У кого-то там что-то физически сильное, например. И человек не воздает Богу, он говорит, и вот я вот такой вот. У кого-то мышление такое вот, он как бы вот силен в логике там или что-то. У всех разное, у каждого свой состав бедра, так скажем, да. И вот чтобы наше человеческое, что ли, да, душевное, вот наше, чтобы мы перестали опираться, часто Богу приходится вот так, пук, и все. И тогда Бог сказал, отныне твое имя будет не Яков, хитрец, а отныне ты будешь называться Израилем, или принц Божий, или тот, кто боролся с Богом и побеждал. Вот он сказал, ты боролся с Богом, и теперь даже людей будешь одолевать. Аминь. Вот если мы, вот действительно наша плотская натура, она вот сокрушится, вот тогда Бог даст и людей, и все такое. И имя Израиль означает правящий с Богом или царствующий с Богом. И также говорят, что это принц Божий. Яков, он стал принцем Божьим. И Исав, наконец там брат его идет, и он думал, все, пришел мне конец, Яков, да? Но, к удивлению, Исав его, брат мой, как я тебя давно не видел. А он там еще же схитрил, Яков. Он там подарки начал. Подарки вперед пусть идут, чтобы сдобрить своего брата. И брат говорит, брат, здравствуй, это что у тебя впереди там шло? Это для господина моего, и там он. И знаете, я думаю, коренным образом его характер начал меняться. Вот с этого. Он стал другим совсем. И когда ты увидишь, как он дальше себя вел, то там совсем другой Яков уже. Там уже не Яков, там принц Божий уже. И его жизнь наконец-то успокоилась. Он там поселился в каком-то поселении, спокойно жил. И уже не было вот этих вот всяких манипуляций, всяких там этих. Угу. Давайте Бытие. И родились у него там много детей было, да? 12 детей. Бытие 47, 7 главу посмотрим.
знаете, он стал принцем Божьим тогда. И даже фараон, его сын Иакова, Иосиф, да, он был там, стал, в общем, в Египте премьер-министром, да, вторым после фараона. И еще одно испытание было, помните, когда братья обманули там старика. Это, наверное, было одним из последних как бы испытаний Якова. И он сказал: вот сына твоего там убили, и они продали Иосифа, помните, да? Но Иосиф по Божьей, как бы по Божьему всевластию, он стал вторым после фараона. И вот он же с фараоном как бы вот так вот, и Яков пришел, да, в Египет, и сын его Иосиф, там целая история, как они там встречались, наконец-то встретились. Иосиф там плакал очень долго и сказал: пойду я представлю тебя фараону. И написано, что там произошел короткий разговор с фараоном, с президентом, да, по-нашему. И фараон сказал: сколько тебе лет? Лет моего странствования 130 лет, сказал Яков. Немногочисленны мои лета. И написано, что... Давайте прочитаем. Какой там Бытие 7 стиха. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. И благословил Иаков фараона», написано. Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих, до всех странствований, во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. Смотрите. Не фараон благословил Иакова, а Иаков благословил фараона. Больший благословляет меньшего обычно. Больший благословляет меньшего. Иисус Христос, Он благословил нас. Иаков благословил фараона. И можно сказать, что Иаков он больше фараона был. Египет в то время был, по-моему, самым развитым, самым могущественной страной, да? То есть Иаков был самым могущественным, он выше всех людей земли стоял. Смотрите, как Бог благословил. Принц Божий. Знаете, когда вот эта работа в Якове произошла, все, он начал благословлять. А когда в нашей жизни все это произойдет, мы начнем благословлять просто. Мы начнем... Что такое благословение? Это ты когда приходишь, и ты несешь благословение, ты несешь Бога, ты несешь Царство Божие вокруг тебя. Аминь. Бог этого хочет, чтобы каждый из нас достиг такого уровня, чтобы приносить Царство Божие, быть представителем, быть принцем Божиим, который ты приносишь вокруг просто. Даже к президенту ты можешь принести. Аминь. Аминь или не аминь? Давайте еще одно место посмотрим, да? Бытие 48 глава, 13 стих. Он благословляет детей своих, все уже, он уже стал старым. На самом деле он уже это как созрел человек просто. Это как урожай, он полностью созревший. Это как виноград, который все полон жизни. Это не кислый виноград, это уже спелый. И чуть-чуть он оторвется просто, потому что все, он уже созрел. Вот то же самое в нашей жизни абсолютно точно так же. Мы приняли божественное слово в свою жизнь, да? Мы приняли эту жизнь. И эта жизнь растет. Она в процессе сейчас.
И придет момент, когда она созреет. Бог хочет, чтобы мы все созрели. Да? И тогда она вкусная. Знаете, Бог пробует на вкус. Если она еще кислая, ну, придется еще в печку. Аллилуйя. И вот Он благословляет сыновей своих. Знаете, то, что Он благословил каждого сына, точно так же и произошло. Вот судьба, что это значит? То, что Иаков, он уже знал Бога. То, что он говорил, он пророчески, он пророчествовал просто. Пророк — это тот, кто изрекает от имени Бога. Тот, кто знает Бога на самом деле. Он знал Бога, Иаков. И то, что он судьбу каждого сына произнес, вот точно так же и произошло. И вот приходит, давайте прочитаем Бытие 13, 48-13. «И взял Иосиф обоих, Ефрема правую руку свою и против Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Но Израиль, смотрите, тут уже Израиль, имя поменял. Раньше там Яков был, вот Израиль написано. Но Израиль простел правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший. А левую руку на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: Бог, ну и так далее. Он благословил, он поставил выше, не так руки поставил. 17 глава. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить его с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это первенец, положи на голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю, от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в день, говорят, тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема выше Манассии». Смотрите, помните, как Иаков получал благословение, да? Отец, он ничего не видел, даже не понял, кого благословил. Ну, вроде бы думал, что там Исава старшего, а благословил меньшего. Отец, можно сказать, духовно был слепой. Тут Иаков все видел. Он говорил, там Иосиф говорит: отец, ты неправильно руки ложишь. Он говорит: знаю я. Я знаю, что делаю. Хотя он физически, как бы уже там зрение притупилось, но духовно он все видел. Потому что он знал Бога. Иаков уже знал Израиль. Израиль уже знал Бога. Аминь. Аллилуйя. Он знал уже куда. Не как отец. Он знал, кому возлагать руки. Правую руку, левую руку. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте вот последнее место Писания посмотрим. Ну, или предпоследнее. Откровение посмотрим. Откровение. «И увидел я», 21 глава, 1 стих. «И увидел я сынов Израилевых с востока». 19 стих. «Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями». Там основание первого яспис, ну и так далее. Тут драгоценные камни. 21 стих. «Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Аллилуйя. Смотрите, Новый Иерусалим. Когда-то мы там будем. И смотрите, стены из драгоценных камней. Это ты и я, драгоценные камни.
там драгоценные камни, они прозрачные, да? Это говорит о том, что наша жизнь она должна стать прозрачной. Аминь. В центре города престол Божий, да? И он сияет. И написано, стена это из ясписа сделана. Говорят, яспис, он такого зеленоватого, как бы камень драгоценный цвет, да? То есть, смотрите, на престоле Бог, Он сияющий. И если издалека посмотреть на этот город, Иоанн, он видел этот город. И это сияние сквозь стены, наверное, шло. Вот это из ясписа. О чем это говорит? Чтобы Бог, Он сиял через тебя и меня. Аминь. Мы все должны стать прозрачными, как вот этот драгоценный камень. Чудесная картина просто. Аминь. И это церковь. Это мы, как тело Иисуса Христа, как невеста, как город, в центре которого престол Божий, да, и река жизни, и древо познания, и древо жизни, да, и стены из драгоценных камней. Вот эти камни, это ты и я, которые преобразованные. Слава Господу. Преобразованные из просто, какого-то земного человека. Драгоценный камень. Слава Господу. Последнее местописание, 1 Коринфянам 3, 10, с 11 по 13. 1 Коринфянам 3. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли на этом камне основание из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома, каждого дела обнаружится. И дело покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Смотрите, там в Небесном Иерусалиме почему-то деревянных этих не описано. Я не представляю, там деревянные бараки какие-то там в Небесном Иерусалиме. Нет, там все из золота, серебро, жемчуг, драгоценные камни. Слава Господу. Понимаете, да, что? То есть на небеса не пойдет что-то деревянное, соломенное, там, да? Это означает, что такое дерево? Это вот наша человеческая природа, земная, такая вот плотская. Это туда на небеса не пойдет. Пойдет только золото, которое ты сейчас в слове пребываешь, не пребываешь. Слово, драгоценное слово, оно вот золото, да? Серебро, жемчуг, драгоценные камни. Все. Вот это вот из этих материалов строй свою жизнь. Строй свою жизнь из этих материалов. Не строй из дерева, соломы и так далее.